На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. День народного артиста. 24 октября Кисуу Хагба исполнилось 75 лет. Впереди гастроли лауреатов по городам России. В Абхазгосфилармонии прошел гала-концерт финалистов 4-го международного музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицба. Здесь и покажут, и научат. Традиционный фестиваль Союза кузнецов-оружейников ХНАП открылся в столице. Сегодня в эфире Абаза ТВ в 12:30 продолжился проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Отметим, что подобный проект проводится впервые в истории выборов в органы местного самоуправления. Сегодня была телебеседа в прямом эфире с участием кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания по округу номер 5. Это ВМ, участок для голосования городская поликлиника номер 1, кандидаты Давид Чхиидзе, Амар Хибба и Алхаз Кабба. Видеозапись прямого эфира смотрите после выпуска новостей и в субботу утром в 8:30. В понедельник, 27 октября в 12:30 в нашей студии должен состояться прямой эфир с кандидатом в депутаты Сухумского городского собрания по округу номер 7, участок школа номер 9, Денисом Тарба. Кандидат Беслан Квицини от участия в теледебатах отказался. Вести этот эфир буду также я. Сухумский аэропорт завершит летний сезон регулярных рейсов 25 октября. В зимний период частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом, сообщили в Министерстве экономики. Правительства Абхазии и России совместно прорабатывают меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой. В ведомстве уточнили, что запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на 50-местных самолетах типа «Бомбардир». С момента возобновления авиасообщения 1 мая пассажиропоток международного аэропорта Сухум составил более 118 тысяч человек. Визит абхазской делегации на гастрофорум в Красноярске станет важным шагом для дальнейшего сотрудничества и развития экономических отношений между Абхазией и Красноярским краем, отметил вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян в интервью телеканалу «Енисей». Как сообщает «Спутник Абхазии», он подчеркнул, что между Абхазией и Россией существует стратегическое партнерство, а совместные проекты, включая восстановление капитального ремонта колледжа по соглашению президента Бадры Гунба и первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, направлены на повышение качества образования и сервиса. Сегодняшний наш визит, да, он впервые, но я думаю, что он будет способствовать дальнейшему сотрудничеству и развитию, и в том числе и экономических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и Красноярским краем в целом. Так что есть над чем работать, и я уверен, что у нас все получится, мы будем взаимодействовать, и будет плодотворная работа проведена в любом случае. Так что в этом ключе и будем дальше развиваться, так как Российская Федерация – это наш стратегический партнер, мы живем в мире и согласии, что да здравствует дружба между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. То у нас есть договоренность между Бадрой Зурабовичем Гунба, да, президентом Республики Абхазия, и Сергеем Владимировичем Кириенко о восстановлении капитального ремонта колледжа. И вот эта вот средняя линейка, которая для нас очень важна на самом деле, это вот еще одно будет такое, как сказать, учреждение, да, которое привлечет студентов именно в этом направлении. Да. Это что говорит о том, что мы повысим качество обслуживания и сервиса. Вот здесь, как на форуме сказали, да, это сфера обслуживания. Да, помимо радушного приема, да, вот именно вот второе, то, что нужно, красиво подали, да, там приятно вас встретили с улыбкой. Вот это будем очень сильно развивать, и в этом нам очень сильно помогает Сергей Владимирович. Ему за это отдельная благодарность от всей страны и народа Абхазии. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини принял участие в международном телемосте на пути к освобождению ЛНР, организованном делегацией России
на переговорах в Вене по военной безопасности и контролем над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Мирошником. В дискуссии участвовали представители более 30 стран СНГ, ШОС, БРИКС и АСЕАН. Главным лейтмотивом телемоста стало понимание невозможности урегулирования украинского кризиса без искоренения первопричин конфликта, учета законных прав России по обеспечению собственной безопасности. В своем выступлении на телемосте Лев Квицыня отметил, что Абхазия всегда выступала за установление более справедливого миропорядка с учетом интересов всех государств. По мнению Квицыня, Россия вынуждена была начать спецоперацию именно исходя из необходимости обеспечить безопасность русских, проживающих на Донбассе. Госкомитет по экологии и природопользованию и Департамент государственной политики и регулирования в сфере развития Минприроды России подписали протокол первого заседания Российско-Абхазской экспертной рабочей группы по передаче горных зубров из Российской Федерации в Республику Абхазия. Кроме того, подписи под документом поставили председатель Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Савелий Читанава и заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития Минприроды России Софья Толкачева. Ажиотаж спал, система заработала. Главное из интервью Тимура Сангулия «Абснепресс». С 1 октября в Абхазии действует новый закон о кадастре недвижимости. Его внедрение не обошлось без проблем. Технический сбой и кадровый дефицит. Но, по словам директора Государственной кадастровой палаты Тимура Сангулия, ситуация нормализовалась. Главные тезисы. Проблема с очередями возникла из-за искусственного ажиотажа. Многие граждане, не планировавшие сделок, стали спешно обращаться за услугами из-за недостатка информирования. Штат сотрудников кадастровой палаты увеличен почти в 2 раза. Сейчас к ним обратились около 300 человек. Часть из них уже получила выписки, другие поставлены на учет. Пошаговая инструкция для граждан, решивших совершить сделку с недвижимостью: обратиться к нотариусу за списком документов, собрав пакет, прийти в кадастровую палату с заявлением. Нотариат и палата функционируют в режиме взаимного инструктажа для максимального удобства граждан. Мы работаем хоть и в напряженном режиме, но стабильно, отметил Сангулия. Договор оферты, принятый компанией «Черноморэнерго», составлен в полном соответствии с действующим законодательством Абхазии и не нарушает прав граждан страны. Так считает начальник отдела по работе с задолженностью «Черноморэнерго» Эраст Астахов. По его мнению, обращение уполномоченного по правам человека Абхазии носит оценочный характер. Договор предусматривает возможность для потребителя электроэнергии оспаривать решение «Черноморэнерго» или выражать несогласие с отдельными пунктами договора оферты через суд, отметил в эфире радио «Спутник» Астахов. Он добавил, что при обоснованном несогласии абонент может заключить договор на индивидуальных условиях. Кроме того, договор предусматривает механизм реструктуризации задолженностей, направленный на поддержку добросовестных абонентов, испытывающих временные финансовые трудности. Ранее уполномоченный по правам человека Абхазии Анна Скишмария заявила, что договор публичной оферты на поставку электроэнергии для бытовых нужд нарушает права потребителей-абонентов. Новости культуры. 24 октября народному артисту Абхазии Кесоу Хагба исполнилось 75 лет. Он встретил юбилей на родной сцене Абхазского драматического театра. Кесоу Хагба – народный артист Абхазии, ведущий актер Абхазского государственного драматического театра имени Чанба, выпускник Тбилисского государственного театрального института. Он сыграл главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Царь Леон», «Юлий Цезарь», «Махас», «Тартюф», «Вниз с горы Морган». В 91-99 годах солист организованного при Абхазском театре фольклорного ансамбля «Варада». В годы Отечественной войны Кесоу Хагба был полномочным представителем председателя Верховного Совета Абхазии в Республике Украина. За это время организовал 3 гуманитарных конвоя и доставил в Гудауту 600 тонн гуманитарного груза. В послевоенное время, выступив одним из организаторов Абхазо-немецкого фонда помощи Абхазии, Хагба продолжил гуманитарные проекты. В 1999-м Кесоу Хагба был назначен министром культуры, затем был избран депутатом Народного собрания Абхазии 3-го созыва, лауреат театральной премии имени Андрея Толубеева. Накануне наша редакция объявила 24 октября днем народного артиста Кесоу Хагба. В нашем дневном эфире уже были телевизионные интервью, театральные спектакли с участием народного артиста, и в вечернем эфире проект будет продолжен.
Ярту поряд гилагуашпа, ярту поряд гилагу, дзенгипханги якуми цакра, аныхы япулуш ихьёуп, ахан гияным яцшагуакра, ячала шватшип шачоуп, абасуп изпулу шарпулу, зегиргу катара яштоп яра, акала шишоуп апсантыла, ездзойт хаячуп агурвя. О, саквах шопутчев шблахкыга, уясас шаасас фертуп, и налала звумш базархага, насыпла шабзии запшуп, обжиха ахалу зиштыцваз, уйсыблах накома сара, сартынчва маулах янхалаз, амшыннер фикчахазер джабара, и что это ряд гилакашпа, и что это ряд гилзеге, ярту поряд гилагбашпа, ярту поряд гилагы, избой таряд гиллахчыхна, а хоч харазбой тизаку, уанак дзаракуз ештыхна, бирахцас, а гугра яку. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народного артиста Республики Кесоу-Хагба с 75-летием. В поздравлении глава государства отметил, что юбиляр посвятил абхазскому театру более 50 лет, мастерски исполнял запоминающиеся роли, завоевавшие любовь зрителей, снимался во множестве успешных фильмов и проделал большую работу по подготовке кадров для театра, сообщили в пресс-службе главы государства. Гунба подчеркнул, что помимо творческой деятельности Хагба активно участвовал в общественной и политической жизни страны, занимая пост депутата Народного собрания и министра культуры. Он пожелал народному артисту крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в развитии отечественного театра и неизменной любви зрителей. Премьер-министр Владимир Делба поздравил народного артиста Абхазии, актера Абхазского драматического театра имени Чанба Кесоу-Хагба с 75-летним юбилеем. В телефонном разговоре Владимир Делба отметил заслуги актера, подчеркнув его многосторонний талант, пожелал здоровья и дальнейших творческих успехов. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел гала-концерт и церемония награждения финалистов 4-го международного музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицба. В этом году в проекте, который объединяет молодых исполнителей со всего мира, приняли участие более 200 музыкантов из 8 стран. Подробности в репортаже Заура Кварчи. Сухумская филармония стала финальной площадкой масштабного музыкального марафона. Конкурс «Лаборатория», созданный народной артисткой Абхазии и заслуженной артисткой России Алисой Гицба, за 4 года превратился в международный проект, где встречаются певцы, пианисты и концертмейстеры из разных стран. В этом году наш конкурс проходит уже в 4-й раз. И он немножечко видоизменился по сравнению с тем, с чего вообще начинался наш конкурс. Начинался он в 2022 году в Сухуми и назывался международным вокальным конкурсом. Далее в следующем году конкурс изменился и добавился еще один город, Москва, такой своеобразный культурный мост между Россией и Абхазией. И конкурс стал называться музыкальным конкурсом. У нас было более 215 заявок всего вместе. Вот. И в финал у нас вышло около 24 человек всех вместе. У нас единая неделимая премия Гран-при, и все остальные номинации мы разделили тоже 1, 2, 3 места по двое, потому что очень много талантливых ребят, и хотелось, конечно, как-то сделать им всем приятно, и как-то их всех отметить. И кроме денежных призов мы еще подготовили для них очень много специальных призов от наших партнеров. Очные прослушивания прошли в Москве и Сухуми. Из 200 участников лауреатами стали 18 исполнителей в 3 номинациях: оперное пение, камерное пение и искусство аккомпанемента. Конкурс называют лабораторией не случайно. Здесь участники не только соревнуются, но и учатся у педагогов, проходят мастер-классы и находят новых творческих партнеров.
Этот конкурс необычен тем, что это не просто конкурс. А многие конкурсанты получают уже контракты на работу. Их приглашают уже работать. То есть здесь идет работа не просто конкурсная, а еще и менеджмента, и продюсерства. И, допустим, я уже посмотрев некоторых музыкантов, я уже задумываюсь на том, как их пригласить в Мексику, чтобы они там исполнили. То есть это немножко идет дальше, чем просто конкурс. Раскрываем возможности для молодого поколения. Каждый год конкурс вообще, он обретает новые горизонты, раскрывается на международную публику. И это радует. Это очень радует, и над этим еще, конечно, надо работать, но я думаю, что идем в правильном пути. Открываемся Латинской Америке, открываемся Африке, это очень нужно. И все в Абхазии. С каждым годом география конкурса расширяется. Заявки пришли из России, Абхазии, Венесуэлы, Никарагуа, Мексики и других стран. Лауреатом второй премии в номинации «Оперное пение» стала певица из Никарагуа Катерин Веласкес, приглашенная в Абхазию по линии культурного сотрудничества. Ее награду вручил министр иностранных дел Олег Барциц. Я очень рад, что растет география этого замечательного проекта, который придумала и начала осуществлять наша замечательная, выдающаяся соотечественница, народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка России Алиса Шаловна Гицма. Это еще один мост между нашими народами, между нашими культурами. И, как выясняется, это еще мост во многие другие страны. Я с большим удовлетворением хочу сказать, что наша замечательная гостья Катерин Веласкес Дуарте сегодня с нами. И это еще одно реальное наполнение нашей дружбы и союзничества с замечательной, дружественной, братской нам Республикой Никарагуа. Главный приз конкурса, гран-при и первую премию в номинации «Искусство аккомпанемента» получил пианист из Москвы Александр Широков. В гала-концерте он выступал вместе с супругой, артисткой молодежной оперной программы Большого театра Анной Юркус. Их дуэт стал одним из самых эмоциональных моментов вечера. В финале конкурса выступили и представители Абхазии. Для молодого музыканта Давида Чакрян участие в проекте стало важным шагом на пути профессионального роста. Я безумно счастлив, что я добрался до третьего тура, до финала, приехал на историческую свою родину, прозвучал здесь и прозвучу еще раз. И уверен, что, по крайней мере, надеюсь, что не последний раз, что это только начало. Очень много появилось новых друзей, товарищей. Безумно приятно что сюда приехали вместе со мной очень талантливые певцы, пианисты. И что Алиса Шаловна предоставила нам возможность поучаствовать в различных мастер-классах. Очень много жанров было затронуто на мастер-классах, и мы очень много полезного вынесли оттуда. Среди лауреатов пианистка из Москвы Анна Котенева. Ее дуэт с вокалисткой Екатериной Мишиной занял второе место в номинации «Искусство аккомпанемента». Этот конкурс – это замечательная возможность для музыкантов, для пианистов, для концертмейстеров и для вокалистов, потому что он открывает новые возможности, новые горизонты. Замечательные члены жюри, замечательное место, замечательная филармония. Я вообще очень счастлива, что нахожусь в этом прекрасном месте с такими прекрасными людьми, познакомилась с удивительными вокалистами, с ребятами тоже, пианистами, концертмейстерами. В общем, я очень счастлива и очень благодарна Алисе Шаловне за организацию этого конкурса.
За 4 года конкурс «Лаборатория Алисы Гицба» стал заметным культурным событием в мире музыки. Его поддерживают Президентский фонд культурных инициатив России и правительство Абхазии. Впереди гастроли лауреатов по городам России и новые творческие открытия, которые продолжат объединять музыкантов разных стран. Заур Кварча, Нава Кухава, Абазатова. 23-й музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава» отправляется в гастрольное турне по Европе. С 23 по 27 октября лауреаты нашего второго международного конкурса вокалистов и концертмейстеров выйдут на сцены Вены и Праги. В концертах примут участие вокалисты Полина Шароварова, обладательница гран-при конкурса Юлия Вакула, первая премия, Евгений Бавыкин, вторая премия, и лауреат-концертмейстер Владимир Вишневский, первая премия. Европейский гастрольный тур открылся 23 октября в Вене, в посольстве России в Австрии. 25 числа во Всемирный день оперы состоится концерт в Старой ратуше Вены, а завершится европейская серия камерных концертов 27 октября в Праге, в концертном зале Богуслава Мартину. За 3 сезона лауреаты конкурса побывали во многих городах России и за рубежом, но впервые отправляются на гастроли в Европу. Традиционный фестиваль Союза кузнецов-оружейников ХНАП открылся в столице, на территории Сухумской крепости. В выставке представлены новые доспехи абхазского воина авторства народного художника Абхазии Батала Джапо, профильные картины, архивные фотографии и, конечно, оружейные изделия кузнецов, членов Союза. На месте событий побывала и наша съемочная группа «Слово ради Чачава». Традиции ковки оружия, пронесенные сквозь века истории. Стрельба из лука под открытым, пусть и несколько пасмурным небом. Аутентичная и захватывающая выставка, представленная оружейными изделиями невероятной красоты, доспехами абхазского воина и, пожалуй, самыми известными картинами в республике – работами народного художника Абхазии Батала Джапо. Все это про традиционный фестиваль Союза кузнецов-оружейников. Фестиваль традиционный, можно сказать, стал уже в этом году, так как до этого мы несколько лет провели просто выставки в экспозиционных залах, работы выставлялись. А в прошлом году решили добавить некое разнообразие, показать людям, как работают наши мастера, что они умеют, как традиционное кузнечное ремесло продолжает жить. И людям стало интересно, обсудив это с руководством заповедника Сухумская крепость, которая с удовольствием поддержала данное мероприятие. Люди проявляют интерес, с удовольствием подходят, задают вопросы, наблюдают за процессом. На первом фестивале, проведенном Союзом в 2021 году, присутствовали приглашенные кузнецы из ряда регионов России, гости из Республики Беларусь. В этом же году участие принимают только члены Союза, абхазские оружейники. Но отсутствие международного размаха с легкостью компенсируется невероятным множеством предложенных гостям интерактивных зон. От стрельбы из лука до профильных лекций, посвященных истории оружейного дела в Абхазии, захватывающей и увлекательной. Посетить практикум абхазских археологов можно будет завтра в 12:00. В этом году мы добавили еще, конечно, чтобы людям было более интересно, лекции. Их проведут наши профессиональные историки, археологи. Тема, наверное, будет, естественно, тематическая по истории оружия, созданию абхазского древнего оружия, распространения в регионе. Вообще, какое оружие бытовало на территории Республики Абхазии и много других интересных моментов. Лекций будет, скорее всего, два участника, два археолога представят свои темы по определенным периодам времени. При хорошей погоде, конечно же, мы пригласили клуб лучников АФРХ. Можно будет попробовать себя в стрельбе из традиционного абхазского лука, из спортивных луков. На территории Сухумской крепости, в месте по-настоящему важном и трепетном для каждого жителя республики, помимо горящих горнов и множества интерактивных зон, представлена и традиционная выставка, посетить которую также может каждый желающий. В этом году представлен еще очередной древний доспех. Новая работа нашего знаменитого художника, мастера Батала Джапо. Новые работы Тимура Дзидзаря. Это апсильский меч, клинки абхазских кинжалов.
и разнообразные еще работы наших мастеров. Вот ножи, опоры ножи, мечи, кинжалы – это археология. И вот доспех полностью со щитом, с вооружением. К нему меч, который идет, он там выставлен. Кто входит в союз оружейников, здесь выставлено 6 человек. Принесли работать, да. Жар в горнах, звон металла, морской бриз смешивается с запахом дыма, пока оружейники куют свои изделия, беседуя с многочисленными посетителями и даже погружая гостей в захватывающий и удивительный мир кузнечного искусства. И любой желающий может взять в руки молоток, прийти сегодня и завтра к Сухумской крепости и попробовать себя в деле настоящего кузнеца. Сохранить родную культуру, традиции и ремесла, пережившие и индустриализацию, и развитие технологий, привить любовь к ним подрастающему поколению – вот главная цель проведения подобных фестивалей, по обычаю привлекающих внимание множество жителей и гостей республики. Привлекать молодежь, чтобы данное ремесло не терялось на территории Абхазии. Планируется в будущем союзом, конечно, создавать определенный класс. Если молодежь заинтересуется, это будет все безвозмездно преподаваться, показывать, как это все производится. Союз кузнецов-оружейников в свое время прошел исторический путь от добычи железной руды в горах Абхазии, на месторождениях железной руды, выплавки из этой руды крицы специально металлической. И впоследствии из этой крицы создали металл и сковали абхазский нож. То есть мы будем надеяться, что ремесло, оно не то, что не ушло в небытие, а оно живет, и оно будет развиваться, и работы будут интереснее. И надеемся, что проявит интересы молодежи. Традиционный фестиваль Союза кузнецов-оружейников завершится 25 октября. После из представленных на выставке изделий 6 кузнецов будет выбрано одно художественное оружие, которое пополнит фонд Союза. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Авторский вечер Дениса Чачхалия, поэта и переводчика, состоялся в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия. Встреча была приурочена к 75-летию поэта. Денис Чачхалия – выпускник переводческого факультета Литературного института имени Горького в Москве. Позже он преподавал в этом институте и был руководителем творческого семинара по переводу абхазской поэзии и прозы. Денис Чачхалия перевел на абхазский язык произведения Александра Пушкина, Сергея Есенина, Анны Ахматовой и других классиков русской литературы, из немецкой поэзии Гейне, Гёте, Шиллера, а также перевел на русский стихи абхазских поэтов Дмитрия Гулия, Иуйкугония, Баграта Шимкуба, Киршала Чачхалия, Бориса Гургулия, Таифа Аджба, Геннадия Аламия, Рушби Эсмер, Владимира Зантария. В 2020 году за книгу поэтических переводов «Поэзия отражений» был награжден Государственной премией Республики Абхазия имени Гулия. На авторском вечере в музее Гулия Денис Чачхалия поделился историями из жизни и творчества, прочитал свои стихи и переводы. Когда Фазиль Искандер в Центральном доме литераторов меня попросил, чтобы я ему прочитал Есенина, и когда я ему прочитал Есенина «Не жалею, не зову, не плачу», и вот заключительные строчки 4, когда я в конце прочитал, он мне сказал: «Денис, больше ничего не пиши». Это первое. И повернулся. Я не могу сказать, назвать эти слова в точности, процитировать, но смысл был того, что то, что вы читаете и слушаете Есенина на языке оригинала, это хорошо. Но то, что я услышал, это совсем другое дело. И что я вам скажу, что его больше всего с ума свело вот это словосочетание. Оказывается, он любил очень по-абхазски «Уароп абстазера». «Убрем я хад беганагайт». «Шагай я тыпный хауцази». Ну, раз уж так, давайте я и прочитаю на абхазском языке с гурвядзом, с ахчом, с гуик хауниш хала, сам шхуерегу, срыштап швидвизге, а шапыджап, инархист тагала, скупшну ваха, сыжбарым сырге.
Чаны купаксваз, ашратынчи схуцра, амца счухух, и схрым счаху, и лейхтейт счанырра курдзхазра, и лейхлатшейт. Сгугра курпргу. Сгуиз шазыз анкепи абхара мцаки укядхан вахуи бакрым шепейлых азацларыккар сыювасыцан ваха сыжбарым. Исзарбази тынч гурвядас шыгаз сыпстазара пхыдзу лапчабоу саз шеснес апын шижигаз скупшра чыхва сыщхока нарбо. Вароу папстазера, уй хамтас, ирмтас аджге, агурашимгей, апсабара алпхала, умаз, яхлаз, зныкущтына, ваныцарц, адуней. Видеоверсию авторского вечера поэта и переводчика Дениса Чичхалия смотрите в ближайших эфирах нашего телеканала. Новый выпуск «Культурного перекрестка» на Абаза ТВ. В гостях у «Культурного перекрестка» Айнар Налыпа, директор историко-культурного заповедника «Сухумская крепость». Вместе с ним авторы и ведущие Эльвира Арсалия и Батал Кубахи обсудили, как сегодня функционирует заповедник, какие тайны хранят древние стены, что ждет Сухумскую крепость в будущем как современное культурное пространство. Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития «Амшра». Добрый день, Добрый Айнар. день, рады приветствовать вас. Мы тоже рады тебя видеть. Наконец-то дождались мы вас. Продолжится цикл передач «Культурный перекресток». Но мы, как и обещали, одну передачу посвятим заповеднику, да. Мы находимся на территории историко-архитектурного заповедника Сухумская крепость, который открылся еще в 90-е годы. Но он был в ужасном состоянии. Наконец, вот мы замечаем, что тут какие-то преобразования, заборы, раскопки, археология. Нам хотелось бы сегодня поговорить, как это стало возможным. Недавно было торжественное открытие, да, после тех работ, которые здесь были проведены. Уже и туристы могут сюда попасть, да, Айнар? Да. Ну вот пока первый шаг только сделали, пока в начале пути мы стараемся как-то вот пока усовершенствовать вопросы благоустройством. У нас много таких вот каждодневных вопросов надо решить, но дорогу осилит идущий, посмотрим. Надеемся, расскажите, каким вы видите заповедник через 10, 20, 30 лет. Да. Это, я думаю, будет интересно. И, собственно, мы об этом и хотим поговорить. Да, с удовольствием. Новое приложение «Абраскилл» для мобильных телефонов презентовал культурно-благотворительный фонд Апсны Абаш. Автор и координатор проекта Шандер Кайтан, бренд-дизайнер Арина Чкадова, программист Нар Зантария. По словам Шандера Кайтана, основная задача проекта – донести до людей, что объекты историко-культурного наследия очень значимы, их надо сохранять. Идея создать приложение родилась из понимания того, что жители и гости Абхазии мало осведомлены о памятниках истории и культуры. Наши граждане нередко разрушают такие объекты, так как не знают и не понимают их ценность. Кайтан отметил, что в приложении будут отражены также утраченные памятники. Надо понимать, что мы уже потеряли и в каком направлении движемся. Приложение «Абраскилл» сделает доступным большее число разнообразных материалов по истории и культуре Абхазии, жителям Абхазии, студентам и школьникам. Оно будет удобно для туристов, которые часто не знают, куда им пойти и что посмотреть. Сейчас о погоде. В выходные дни 25 и 26 октября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу временами дождь разной интенсивности, гроза. Местами возможен дождь с градом. В воскресенье в полдень осадки прекратятся. Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 17 до 22 градусов. Температура морской воды 18 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%.
На этом выпуск новостей завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.